Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. О чем молчит ваш мужчина и что он хочет вам сказать, но не решается. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну надо же, смотрите, он вас показал буквой А. Ну, вы для него самое важное, вы для него самое главное. Здесь мужчина очень многое о вас понял, очень многое понял. То, что раньше ему казалось неважным, на что он совершенно не обращал внимания. Вот знаете, как осеняет мужчину, начинает доходить, как глаза начинают открываться. Этот мужчина раньше жил какими-то стереотипами, что вот, ну, типа женщины нужны всего лишь для одного, да, чтобы получать удовольствие, либо чтобы женщина заботилась, там, не знаю, еду готовила, там, носки стирала, гладила, да, то есть такие были мысли, что я типа мужик, я должен жить в свое удовольствие, ну, а женщина, она как, ну, неважное что-то, да, какой-то неважный элемент, который всегда можно там заменить, поменять, там, подобрать другой, да, и он не держался за вас, он не держался, он не ценил ваши отношения, он не хотел их развивать, он, знаете, как по накатанной, да, вот куда там дорожка это ведет, туда я и качусь, и если что-то не понравилось, раз и в кусты и убежал. Кстати, скорее всего, до вас у него и были такие отношения, когда он с женщиной побыл, она ему там надоела, либо она начала требовать чего-то более серьезного, он раз как бы и убежал от нее, да, в отставку ее отправил, причем без всякого выходного пособия. Этот мужчина с вами тоже хотел проделать такой же трюк, но все пошло не по его плану. В какой-то момент вы его настолько сильно удивили, какую-то прям встряску он получил из-за вас, либо от вас, возможно, получил. Но кто знает, да, все девочки разные. И тут до него начало доходить, что, ну ничего себе, оказывается, женщины там и умные, и чувственные, и женщины способны на какие-то действительно серьезные там поступки, действия, да, испытывают эмоции. То есть вы вообще взорвали ему мозг, вы порвали все его шаблоны. И он сначала ужаснулся от этой мысли, что, о боже, как я заблуждался. А потом он начал этому радоваться, что, есть же смысл, да, есть смысл в любви, есть смысл в отношениях. Это не только интим, но это нечто большее. Есть женщины там и умные, есть женщины и красивые, а есть и умные, и красивые. И все это в одном флаконе. Понимаете, прям совсем все по-другому у него теперь перед глазами. В голове у него все по-другому. Девочки, совсем недавно произошла череда каких-то событий в жизни этого мужчины, от которых у него появились новые седые волосы. Либо глаз начал дергаться. Да? Что-то такое происходило, причем оно происходило подряд. И вы, моя хорошая, ему об этом заранее говорили, либо заранее предупреждали, что может быть именно так. Вот он там отмахнулся, отшутился, там не поверил и вообще перевел разговор на другую тему. И вот когда эта череда событий произошла, первое, о чем он подумал о вас. И у него в голове прям был такой вопрос. Как? А как она могла это знать? А как она это предвидела? Да? Что за сила у нее там внутри сидит, да, и мне пыталась помочь. А я вот такой дурак, валенок, вообще ее не послушался. Вы сейчас в его глазах какая-то, не знаю, ведунья, колдунья, женщина, богиня,
Вот. Он не знает, как на это реагировать. С одной стороны, о боже, она все знает, она все умеет, она просто чудо. А с другой стороны, а я ее боюсь. Да? Я ее реально боюсь. И вообще я на ее фоне выгляжу как-то, ну, не очень, мягко сказать, не очень. Вот, то есть настолько вы на него повлияли, что он сейчас в прострации просто ходит, смотрите, от вас может шарахаться, потому что боится. И в то же время настолько сильно к вам тянет, что он уже не в силах с собой бороться. Он молчит о том, что вы необычны, о том, что вы волшебны, о том, что вы каким-то кардинальным образом влияете на него и на всю его жизнь. Он не знает, как вам об этом сказать, он не знает, как с вами об этом поговорить. Он еще, знаете, до конца в голове вот эти мысли не сформировал и сам себе не проговорил. Не проговорил. И я вижу, что он с кем-то либо общается, либо пытается найти информацию, типа, как это может быть, да? Как это вообще может быть, как на это реагировать, что вы за женщина такая. У вас еще будет на эту тему разговор. Он еще вам признается в том, что вы способны на чудеса, в том, что вы во всем были правы, в том, что он вот такой, знаете, глупый дурачок, который проигнорировал ваши слова, ваши советы. Это еще будет, обязательно будет. Так, следующий момент. Здесь у кого-то из девочек отыграется, что мужчина что-то пообещал. Пообещал, наговорил, там, нахвалился, нахвастался, а выполнить обещание не может. Ну, просто, не знаю, физически не может, либо материально не тянет, чтобы выполнить. И ему от этого так стыдно, так противно, на себя злиться, на себя, что вот не смог заработать, либо не тянет то, что обещает. Раньше он давал вам эти обещания, чтобы вы от него отстали, либо, в принципе, чтобы вам пустить пыль в глаза. Ну, у каждого по-своему отыграется. Если мужчина новый, то пыль в глаза. Если мужчина муж, то чтобы вы там лишний раз там не сравнивали его с другими мужиками, там, мужьями ваших подруг, либо, в принципе, там, оставили его в покое, там, смотреть футбол или пивас пить. Да, вот типа, хорошо, я все делаю, как ты хочешь, только отстань, да, дай мне там посидеть, футбол посмотреть. А теперь пришло время выполнять, а он не может. Ну, нет ресурса. Вот что делать? В тупике. Девочки, признаться вам напрямую, прям подойти и сказать, вот извини, я тебе пообещал, но вот такая ситуация, денег не хватает, либо вот такая ситуация, не тяну. Он не может, потому что, извините, у него там эго с 3 этажа, и, конечно, он знает вашу реакцию, да, либо вы разочаруетесь, скажете, фу, типа, трепло, либо вы ему начнете там мозг выносить, да как ты мог, ты же обещал. Он будет убегать от этой темы, девочки, убегать всеми возможными способами и средствами, вплоть до того, что он может придумать себе какую-то командировку, он может придумать, что у него мама заболела, ему нужно к ней поехать, он может придумать, что он там сам, там горло болит, разговаривать не могу, что угодно может придумать. Смелости в себе найти он не сможет. А вот прятаться от вас, убегать от этого разговора, убегать от своих обещаний, он может. Да, он такой у вас. Вот. И если мужчина будет по надуманным причинам от вас прятаться, либо мужчина будет цепляться к вам на ровном месте, чтобы устроить там, типа скандальчик, чтобы вы с ним не разговаривали, знаете, что причина именно невыполненное обещание, которое действительно он не может выполнить. Если вы с ним напрямую будете об этом говорить, девочки, ну что сказать, он будет до последнего отнекиваться, он будет, ну, он что угодно вам будет говорить, да, но не признается, что он не может выполнить. Так, следующий момент. Девочки, у кого-то отыграется, что мужчина с какой-то другой женщиной то ли встречался, то ли общался. Я не могу сказать, что там прям любовь, интим. Нет, скорее, как знаете, чисто был интерес. Интересно, вот как другая женщина, там попереписывался с кем-то, там познакомился в соцсетях, попереписывался. Либо с какой-нибудь там коллегой, да, там мило пообщался. Он это делал в научных целях, я вам сразу говорю.
именно в научных целях. Вот ему хотелось, не знаю, как сравнить, что ли, да, сравнить, либо понять, а что со мной происходит. Вот я же такой альфа-самец, да, я же раньше никому не был привязан, я мог пойти направо и налево, и подпрыгнуть, и присесть, да, а сейчас вот прям что-то не хочется, только на нее смотрю, только хочется, чтобы она меня там обнимала, целовала, либо мне хочется ее обнимать, целовать. А вот другие женщины какие-то для меня, ну, такие вот, как одноликие, да, неинтересные, и вот чувствительность пропала. И он думает, а ну-ка я проверю, да, что это со мной. Что это со мной приключилось, чем таким я заболела. И вот он с какой-то женщиной именно общался. Еще раз говорю, интима я не вижу. И в процессе этого общения, то ли эта женщина ему сказала, то ли он сам догадался, что не интересны ему другие женщины, только вы ему интересны. Знаете, он с ней общался, а думал о вас. И было ему страшно, что если вдруг вы узнаете, что он с какой-то другой женщиной общается, что ему не поздоровится, что он может вас потерять, да, что вы вот прям будете его ругать. Да, все это он думал, все это он понимал. Ну, вот знаете, как наконец-то начала доходить, что это любовь. Это любовь, которая делает его невосприимчивым к другим женщинам. То есть ему хочется только вас, либо хочется быть только с вами. Сейчас он, кстати, переживает, что вы узнаете, что он с кем-то общался. Не исключено, девочки, что какими-то намеками он типа, а вот ты знаешь, у меня там друг, а он жена, да, либо у него девушка. То есть он расскажет вам свою ситуацию, но как будто бы про друга, и будет смотреть на вашу реакцию, что вы скажете. Если вы скажете, что ну типа нормально, ничего страшного, тогда да, он вам признается, что он с кем-то общался. Если вы скажете, что ой, какой негодяй, да как он мог, девчонки до последнего будут отнекиваться и хранить эту страшную тайну. Так, еще. Здесь в вашей стороне показано кольцо. Кольцо. Девочки, он хочет купить вам какое-то кольцо, непростое кольцо. Здесь камень какой-то дорогой, может быть, знаете, с брюликом, да? Либо с каким-то еще очень дорогим, хорошим камнем. Он думает о кольце, только, скорее всего, либо не знает размер, либо, ну, может быть, не совсем уверен, да, что вам понравится. Спросить он вас не может, потому что хочет сделать вам сюрприз. Да, ну как он вас просит? Да? Сюрприз хочет сделать. Поэтому, девочки, если вы давно не получали от мужчины подарков, вы можете, да, показать случайным образом, там, подкинуть какую-то брошюрочку, какую-то, я не знаю, ну типа смотрю там Инстаграм, ой, смотри, какое красивое колечко, да, вот мне очень нравится такое колечко. Либо проходя мимо, не знаю, там ювелирки, показать ему, сказать, смотри, какое красивое, смотри, какое милое, да, вот прям в моем вкусе. Невзначай, да, помочь ему. Девочки, он очень обрадуется и будет вам очень благодарен за то, что вы подсказали, что купить. Ну и, конечно, про размер не забудьте. Тоже как-то так намекнуть, какой у вас размер. Так, еще чего он вам не говорит. Он не говорит о том, что он планирует какую-то дорогу. Ему очень хочется куда-то съездить. Это у одних отыграется, а у других отыграется, что, возможно, мужчина вообще хочет куда-то уехать. Вот, знаете, на ПМЖ, например. Уехать из той страны, где вы проживаете, в другую страну. Он очень часто об этом думает. И знаете, в каком ключе думает? Что вот здесь у меня как-то не очень получается, а вот я вот уеду, да, и там вот прям манна небесная будет падать мне прям в рот. И так буду открывать рот, смотреть на небо, и всегда буду сытый, довольный и обеспеченный. Это позиция не мужчины, а скорее как такого мечтательного ребенка. Потому что куда бы он там ни уехал, ни приехал, везде нужно ишачить, работать везде нужно. Просто так нигде ничего с неба не упадет. Возможно, он будет с вами чем-то делиться, но не будет говорить конкретно, что вот я хочу уехать. Да. Он будет говорить там, ну, каких-то вот в каких-то метафорах, в каком-то переносном смысле. Вы, девчонки, ему объясняйте, что где бы он ни оказался, да, где бы ни оказался человек, везде нужно работать, везде нужно действительно с головой дружить, и уж тем более с руками. Вот это ему объясняете.
Может быть, вы что-то уже слышали, либо о чем-то догадываетесь, потому что в правой стороне это предсказание. Пока я не вижу, чтобы он уехал. Прям сорвался и уехал. Этого пока нет. В любом случае, ну вы у него есть, да, куда он без вас денется. Это разве что вы согласитесь. Но и то, даже на такую поездку очень много времени уйдет. На подготовку, на принятие решения, на все дела, да, уйдет достаточно много времени. Но он об этом думает. Часто думает. Так, еще. У кого-то из девочек отыграется, что вы не нравитесь его, например, маме. Либо, если у него есть ребенок от предыдущего брака. Не нравитесь, да, категорически против вас настроены. Он никогда вам об этом не скажет, он будет там придумывать всякие там отговорки, говорит, да не тебе показалось, это все не так, там, не придумывая, на самом деле это есть. Это есть. И сейчас он занял какую-то дурацкую позицию, когда он как между двух огней. От вас он скрывает эту информацию, и в то же время, например, он ничего не пытается сделать, чтобы, я не знаю, объяснить, может быть, тем, кто вас не принимает, что вы его женщина, что вы его любовь, что он не будет от вас отказываться. Да? То есть он этого не делает. Он просто тупо ждет. Знаете, как этот страус. Голову в песок опустил, попу вверх поднял и типа жду, да, они там сами договорятся, да, пройдет, привыкнут, слюбится, стерпится, да, вот такое. А вы, возможно, чувствуете, и, возможно, вас даже обижает, что он там не заступается за вас, либо что он вам не помогает в этой ситуации. Он не может, девочки, не может. Но он просто испугался этого всего. И вы ему дороги, и тут другой человек ему дорог. И выбрать он не может. Почему-то он думает, что надо выбирать. Нет бы там попытаться там, людей примирить, там, общение какое-то устроить, договориться. Он просто выжидает, пока эта ситуация сама собой рассосется. Это глупая позиция. Так, еще. Этот человек вам не говорит о том, что он достаточно ленивый. Он любит, не знаю, бездельничать, отдыхать любит. Может быть, залипать в телевизор, либо в телефон, проводить время с друзьями. Он вам об этом не говорит. Так, еще он крайне редко делает вам комплименты. Хотя он понимает, что вы достойны самых лучших, самых красивых комплиментов. Почему он так поступает? С одной стороны, у него есть проблема, он не умеет делать комплименты. Просто, знаете, физически больно сказать, что вы там красивая, прекрасная. Да? Вот такой человек. Не научили, не умеет. А у кого-то отыграется, что мужчина просто всегда опаздывает. Например, когда момент, вы пришли на свидание очень красивое, да, либо вы что-то прям приготовили такое сногсшибательное, он отвлекся, он забылся, и момент упущен. Да, и как-то на полсвидания говорит, что ты красиво выглядишь, но как-то не оно. Либо поесть, походить, уже к вечеру сказать, ой, ты знаешь, ты такой классный борщ приготовила, это было так вкусно. Да, как-то не соображает вовремя, немножко отстает. Но это не значит, девочка, что он вам мысленно не делает комплименты. И, кстати, он вам очень много делает комплиментов, когда вы не вместе, когда он о вас с кем-то говорит. Например, с друзьями со своими. Прям комплиментит очень щедро. Но, к сожалению, вы это не слышите. Так, подводя итог, я вижу, что этот мужчина всецело настроен на вас. Да, может быть, у него не все гладко, не все получается, не всегда он вовремя соображает. Но я вижу, что он под вашим влиянием очень серьезно меняется, причем качественно меняется. Вы для него буква А, и вы для него ключ. Ключ от новой счастливой жизни. Может быть, не у всех и не до конца мужчина это осознал, но на пути к этому. То есть это уже у него на подкорочке уже сформировалось. Осталось, знаете, как до мозга дойти, да, чтобы это все он принял. В целом, вы очень хорошая пара в сегодняшнем дне, либо очень хорошей парой станете в ближайшее время. Берегите друг друга, любите друг друга. Вам всего самого наилучшего. На этом у меня все. Всем пока-пока.